Им не платят зарплату, но заставляют работать. Их преследует полиция. Им повышают плату за аренду жилья и обманывают на каждом шагу. Валентина Чупик. Архивное фото. Фото соцсетей. Как живется таджикским мигрантам в Российской Федерации во время карантина в связи с пандемией коронавируса и какие трудности они там испытывают? В интервью «Азия Плюс» рассказала правозащитник, руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам Тонгжахани Валентина Чупик. Какова ситуация с пребыванием таджикских мигрантов в России в условиях карантина? Тяжелая ситуация, такая же, как и у всех мигрантов из видимых меньшинств. Проблемы таджикских мигрантов ничем не отличаются от проблем узбекских мигрантов и мало отличаются от проблем кыргызских мигрантов. И поэтому в своих ответах я буду говорить не о таджикских мигрантах в отдельности, а о мигрантах из стран Центральной Азии в целом. Во-первых, их преследует полиция, причем теперь, даже дома. В последние недели, с введением пропускного режима, полиция стала врываться в квартиры, где живут мигранты, чтобы установить нарушение режима самоизоляции, нахождение дальше 100 метров от адреса их регистрации. На улице к ним по-прежнему цепляются, как и ко всем мигрантам неславянской внешности. Только теперь к предлогу проверки законности пребывания в России, что незаконно в принципе, особенно незаконно в свете указа президента РФ номер 274 от 18 апреля 2020 года, прибавляется проверка режима самоизоляции, не отошел ли дальше 100 метров от адреса регистрации. Если есть рабочий пропуск, его объявляют недействительным. Средний размер вымогаемой полицией взятки повысился с 5000 до 15 тысяч рублей. Во-вторых, им не платят зарплату. Самый гуманный вариант – перестают платить премии и серую часть зарплаты, оставляя с минимальной зарплатой, вписанной в договоре, в Санкт-Петербурге и Москве, 19 тысяч рублей. Официально работающих принуждают писать заявление об увольнении по собственному желанию или заявление о неоплачиваемом отпуске, а работать предлагают по-прежнему, только теперь не платят вообще. 12:37 9 апреля. Безработица, безденежье, голод. Что изменилось для таджикских мигрантов в связи со вспышкой коронавируса в России? Занятых неофициально, а таких абсолютное большинство, хотя они и платят за патенты, работодатели с ними договоры не заключают, просто выгоняют на улицу или прекращают платить, продолжая эксплуатировать, обещая погасить задолженность, когда карантин кончится. В-третьих, им повышают плату за аренду жилья. Хозяева квартир тоже теряют доходы и пытаются повысить их за счет арендной платы, а это ведет к уплотнению, повышению количества жильцов в каждой квартире, чтобы делить плату на всех, а это, в свою очередь, влечет ухудшение эпидемической обстановки в мигрантской среде. В-четвертых, их обманывают о возможности улететь домой, или получения гражданства или вида на жительство активизировавшиеся мошенники. Они обзванивают мигрантов и предлагают купить билет на несуществующий чартерный рейс, или в ускоренном порядке получить гражданство РФ или другой миграционный статус. Люди в отчаянии хватаются за соломинку и лишаются последних денег. Мигрантов принуждают оплачивать патент. Как часто и по каким проблемам они обращаются в вашу организацию в последние месяцы? С 18 марта по 9 апреля я получала в среднем 421 обращения в сутки, из них около 120 от таджикских мигрантов. Сейчас я получаю в среднем 196 обращений в сутки, из них около 65 от таджикских мигрантов. Ниже распределение проблем, с которыми обращаются все мигранты. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, соблюдается ли в их отношении указ президента РФ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в связи с угрозой распространения COVID-19? Хотя 18 апреля президент России издал указ номер 274, освобождающий мигрантов от необходимости оплаты патента и продления миграционного учета,
Сотрудники низовых подразделений ВМЭ этот указ решили саботировать. Мигрантов принуждают оплачивать патент и продлевать миграционный учет с помощью угроз депортации, которая запрещена параграф 2 Указа 274, выдумок, что в случае неоплаты патента их заставит выехать после 15 июня. Мигрантов гонят на улицу с малейшими признаками коронавируса. Многие мигранты из Таджикистана жалуются на то, что медслужбы не уделяют серьезного внимания их заболевшим товарищам, даже тем, кто имеет признаки коронавируса. Вы знаете о таких случаях? 15-23 апреля. В России мигрантам официально разрешили не платить за патент до 15 июня. Знаю, каждый день я 5-6 раз вызываю скорую помощь к разным мигрантам, в том числе таджикским, потому что они заставить скорую приехать просто не могут. Им не оказывают медицинскую помощь, даже если у них все симптомы коронавируса. Заставить скорую помощь приехать очень тяжело. На звонки мигрантов скорая предпочитает не реагировать вообще никак. Даже если удается заставить врачей приехать, обычно для этого приходится звонить хорошо говорящим по-русски юридически грамотным правозащитникам. Они начинают требовать регистрацию и полис ОМС. Госпитализировать не хотят даже в тяжелых состояниях, а в случае госпитализации мигрантов часто оставляют в коридорах больниц фактически без всякой помощи. Именно из-за такого отношения к мигрантам некоторые российские СМИ недавно заявляли о том, что места жительства, скопления мигрантов уже стали очагами эпидемии, и что эти очаги просто закрывают с помощью милиции, не выпуская людей из этих зон, общежитий, например, оставляя людей без какой-либо медицинской помощи, а иногда и без возможности купить самим себе лекарства и продукты питания. О таких случаях вы знаете? Да, знаю о 2 таких случаях. В Москве на Чертановской и в Ногинске. Обычно, в случае выявления в мигрантском общежитии хотя бы одного постояльца с диагнозом коронавирус минус все общежитие блокируют, не выпускают мигрантов даже за продуктами. В некоторых случаях отключают им коммунальные услуги, причем делается это все с прямого указания полиции. Некоторые собственники общежитий, наоборот, запрещают жильцам вызывать скорую или выгоняют на улицу мигрантов с малейшими признаками коронавируса. Безработица приведет к массовой рабской эксплуатации. Недавно уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в России содержатся граждане Таджикистана, подлежащие выдворению, но республика закрыла границу и их не принимает. Омбудсмен пояснила, что в настоящее время они содержатся в центрах временного размещения иностранных граждан в России. Вы не знаете, о каком количестве граждан РТ идет речь, в каких условиях их содержат, и будет ли как-то решаться вопрос или их освобождения или пересылки на родину. 19-17 апреля. Кто и чем помогает таджикским мигрантам в России? Не знаю. Спросите посольство Таджикистана. Они могут запрашивать такие сведения, а я не имею такого права. Агентство стратегических инициатив, АСИ, предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса. Что вы думаете об этой инициативе? Платить мигрантам пособие по безработице явно не будут, и рассчитывать на такое даже в мечтах невозможно. А вот предоставить им доступ к медицинским услугам на равных с россиянами было бы очень разумно и не накладно для бюджета, и в этом направлении стоит работать. Многие трудовые мигранты сейчас остаются без работы и средств к существованию. Каким социальным последствиям это может привести? Это может привести, в первую очередь, к массовой рабской эксплуатации. Люди будут готовы работать буквально за еду. Может привести к усилению позиций всяких экстремистов, как нацистов, так и исламистов. Роста насильственной преступности со стороны мигрантов я не ожидаю. Мигранты, как правило, очень законопослушны, даже трусливые, и вообще куда менее криминальны, чем сами россияне. Какие меры нужно принять властям РФ в отношении мигрантов,
Чтобы избежать всех этих негативных последствий, запретить полиции проверять миграционные документы, миграционный учет, регистрацию, отменить пропускной режим, разрешить работу строек, кафе, рынков и торговых центров, где были массово заняты мигранты.